И опять справа налево растягивают оборону соперника и ждут, когда все-таки подустанет команда Туркменистан. Оп, опять что-то произошло. Ну, чем кончится? Прострел и гол. И гол. Я отмечал недавно совсем Виталий Иванко, и видно, что он очень нацелен на ворота, и все время находится на передней линии. И передачу Филиппов Александр сделал с левой стороны. А вот Иванко сейчас сыграл, потом оставил мяч, пошел сам прям к воротам. Смотрите, вот он здесь находится. Ну и, конечно, защитники должны все-таки смотреть. Они вообще даже не оглянулись ни раз. Но это обучение. Все-таки надо признать, что в Украине детский и юношеский футбол очень на хорошем уровне, потому что там есть у кого учиться. В меньшей мере это можно говорить о Туркменистане. Я бывал в Туркменистане, я бывал в Ашхабаде, когда играл в «Спартаке», сборы проводили в Ашхабаде. Вот. Я бывал потом в Чжоу, бывал в разных городах. Прекрасная страна, без сомнения. Там погода была всегда хорошая, можно было тренироваться, поля неплохие были. Более того, там я как раз и познакомился с Валерием Непомнящим, сегодня очень заметным российским тренером. С Романцевым. И, ну, умирает турнир, но надо было что-то делать. И вот сделали. Опа, еще один гол. Все довольны. Ковалец. Тренер сейчас, улыбаясь, что-то ребятам подсказывает. Да, ну, в общем-то, разница и в классе, и в мастерстве, и в скорости, и в физической готовности видна. Я думаю, что на этом украинские футболисты не остановятся. Но здесь и защитник виноват, и вратарь, конечно, сыграл неудачно. Но кто-то должен обязательно подсказывать друг другу. Бабаев вроде бы вышел из ворот, но, видно, не подсказал ничего. Получше. Третий раз еще получше. Ну что, еще один момент. Но моментов много. Ну, 3-0. Филиппов Александр, 21 номер. А передачу опять Мески делал. Ираклий. Хорошую передачу делал с фланга. Такую подрезочку, хорошую, зрячую, говорят футболисты. Но здесь ошиблись опять защитники. Видимо, все-таки усталость делает свое дело. Ну и расстроились они. Все-таки уже 2-0 проигрывают и не надеются на то, что они пройдут в восьмерку. По всему первое место по рейтингу займут украинцы. Еще, как говорится, недели готовились к этому чемпионату. Так, ну что? И еще справа. Да, все великолепно. 4-0. 4-0. Быстрая атака. Полярус отдал. И Яковенко. Я вот как раз начал об этой футбольной фамилии. Очень хороший был Павел Яковенко, футболист, потом тренер заметный. Мяч забил Юрий Яковенко, номер 22, сборная Украины. 4-й гол. Здесь может, в принципе, не рекорд быть общий, вот, который установили вчера Казахстан и Россия, 10 мячей. Хотя я вспоминаю времена, почему и прекратился в том формате проводиться турнир, когда что-то 19 кто-то выиграл, 19 с чем-то. Ну, потому что разница все-таки существует.
футбола, стран СНГ. Вот этих ребят. Ну что, еще выход 1 на 1. Ой-ой-ой. Во-первых, надо отметить и вратаря, который до последнего сражался, чтобы мяч не зашел. И Яковенко, он второй гол забил. Он, конечно, на исполнение это все делал. Юрий Яковенко, Да. номер 22, сборная Смотрите, Украины. хорошая передача, вопросов нет. И сразу, не обрабатывая, великолепно. Вратарь, ну, ценой даже травмы, честно говоря, он летел так. Ну, вот так разобраться. Какая разница, 4 или 5-0? Для него нет, у него есть разница. Для него нету этого 5-го гола. Он старался его всячески выбить, и это говорит о его характере спортивном. Да, значит, Иванко 2 гола забил, Филиппов забил, и 2 гола забил Яковенко. Да, можно сказать, ну 5-0, ну что там